Браконьер или нравоучитель? В социальных сетях появилась фотография главы Вилюйска с убитой в руках уткой. Есть долги, не будет света. Якутские энергетики и судебные приставы посетили злостных неплательщиков. Овладеть профессией. Студенты из Ленска проходят практику в авторемонтных мастерских района. Какими навыками овладеют выпускники? В эфире новости. Мы расскажем о главных событиях. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. 676 тысяч тонн грузов перевезли по автозивникам Якутии за прошедший сезон. По словам председателя Госкомобеспечения Республики Юрия Зайцева, этот показатель составил 105% от плана и оказался на 70 тысяч тонн больше, чем зимой 2016-2017 годов. По его словам, в арктические и северные районы завезли 48% от общего объема. Туда доставили более 230 тонн угля и 27 тысяч сырой нефти, 359 тысяч тонн сельхозпродукции и более 4 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров. Он также добавил, что межрайонные перевозки уже завершились, но внутрирайонные пока продолжаются. Сегодня народные депутаты в ходе очередного пленарного заседания рассматривают более 50 вопросов. С утра председатель правительства Евгений Чекин представил парламентариям на утверждение кандидатуру первого зампреда правительства Якутии Михаила Осипова. Премьер-министр региона также выступит с докладом об обеспечении бесперебойной газодобычи и энергоснабжения потребителей по поручению Егора Борисова. Руководство республики обеспокоено будущим компанией ЕТЭК, дочерней компании группы «Сумма». Кроме этого, депутаты будут принимать корректировку в трехлетний бюджет. Правительство республики проводит очень большую работу по согласованию числа получателей этой увеличения по МРОТа. Да? Сегодня пока есть разница между оценкой и расчетом федеральных властей и республики. Я надеюсь, что мы все-таки дойдем до консенсуса. В этом случае мы надеемся, что 90% этих дополнительных расходов все-таки будут профинансированы со стороны Российской Федерации. Но, естественно, мы понимаем, что те же 8 миллиардов, о которых я говорил, их тоже надо профинансировать обязательно. В связи с этим оптимизация расходов должна быть, потому что у нас дополнительных доходов сегодня пока не планируется. В течение месяца природному парку Ленские столбы должны присвоить национальный статус. Он войдет в сеть национальных парков в России и будет работать в круглогодичном режиме. Ранее утверждалось, что после окончания процесса присвоения нового статуса объем финансирования должен увеличиться в 3 раза, а количество рабочих мест возрастет до 100-120. Но на днях стало известно, что созданные в 2018 году национальные парки, в том числе и Ленские столбы, с 2019 года перестанут получать бюджетные деньги и перейдут на обеспечение за счет штрафов и других сборов с нарушителей. Не надо понимать так, что, вот как вы говорите, в интернет-изданиях пишут, что мы сейчас будем штрафовать своих же туристов и за счет этого будем как бы себя содержать. Нет, это абсолютно неправильно. Есть статья, это не налоговое поступление от штрафов и уплаты на воздействие окружающую среду. Сумма этих штрафов за прошлый год по Российской Федерации составляла около 600 миллионов рублей. Я думаю, просто эти средства будут направлены на содержание и укрепление материально-технической базы всех особо охраняемых природных территорий федерального значения. Единая диспетчерская служба Ленского района сообщает, что сегодня с 10 утра до 17:30 некоторые районы Ленска остаются без электричества. Электроснабжение ограничат в жилом секторе по улицам 1 и 2 Озерной, Комарова, Юбилейная и Королева. Отключения связаны с ремонтными работами. Тем временем, в ближайшие дни в Якутске ожидается снижение качества водопроводной воды. Это связано с демонтажом насосной станции на льду в районе водозаборных сооружений. Управление Роспотребнадзора по республике с 14 апреля усилило лабораторный контроль. В этот период сотрудники ведомства рекомендуют использовать для очистки воды бытовые фильтры, употреблять бутилированную или кипяченую воду для питьевых нужд, предварительно отстаивать и фильтровать воду из-под крана. В социальных сетях обсуждается фотография, на которой запечатлен глава города Вилюйска Нургустан Афанасьев, позирующий с убитой уткой в руках. Между тем, до открытия сезона охоты на пернатую дичь в Вилюйском районе еще 3 недели. Минприроды направила в прокуратуру заявление.
По факту распространения в соцсетях фотографий, на которой изображен глава города Вилюйска Нургустан Афанасьев с зобота и самки кряквы, Министерством охраны природы проводится административное расследование. По словам заместителя руководителя охот управления Минприроды Джоустана Дьяконова, в Вилюйской инспекции охраны природы проводится проверка. В настоящее время возбуждено административное расследование. Госинспекторами опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства предохранного правонарушения. Кроме того, материалы дела будут направлены в прокуратуру Вилюйского района для принятия соответствующих мер. Вот как комментируют сложившуюся ситуацию в администрации Вилюйска. Глава муниципального образования города Вилюйск Нургустан Владимирович Афанасьев и специалист информационного отдела Диана Андреевна Новгородова и водитель администрации Сергей Гаврилович Петров выехали на командировку по маршруту Вилюйск-Якутск. По дороге на федеральной трассе, проехав село Жамкон, увидели, что на обочине стоят автомашины. Возле автомашины лежит утка. По указанию главы города водитель остановил машину. Нургустан Владимирович провел профилактическую беседу о запрете отстрела водоплавающих птиц до официального открытия охотничьего сезона. Мы рекомендуем соблюдать законы и не нарушать сроки регулирования охоты. Фото было сделано для личного пользования, а не как пропаганда браконьерства. Есть долги, не будет света. Якутские энергетики провели совместные рейды с судебными приставами. Чтобы побудить проблемных потребителей погашать долги, энергетики регулярно направляют в суд иски о взыскании с них неуплаты. После вступления судебных актов в законную силу исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных приставов. По адресам злостных неплательщиков проехала наша съемочная группа. Первый адрес – авиационная 7А. Здесь за свет не платят на протяжении уже 5 лет. Сумма накопленного долга – 650 тысяч рублей. Сейчас производится ограничение полное от электроэнергии с опоры. Но данный потребитель, он проблемный. То, что после ограничения они самовольно по новой подключаются. Следующие мероприятия у нас в плане стоят уже принудительное изъятие имущества в целях погашения задолженности. Напомним, что судебные приставы вначале вручают должникам требования о погашении задолженности. В случае, если долг не погашен добровольно в течение 5 дней, они вправе наложить арест на имущество или применить другие принудительные меры взыскания. Подобные меры применяются только по отношению к проблемным потребителям. Рекомендую, так как сейчас начинается время отпусков, то проверить себя в базе данных службы судебных приставов на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Неплатежи за электрическую и тепловую энергию могут поставить под угрозу энергоснабжение в республике в целом. Поэтому энергетики продолжают активно работать по взысканию задолженностей. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. Между тем, о наличии или отсутствии долгов граждане могут узнавать в онлайн-режиме. В прошлом году появился новый электронный сервис «Личный кабинет исполнительного производства». Через него можно подать заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде, а также получить документы, выносимые в ходе исполнительного производства. Иными словами, уточнить наличие или отсутствие задолженности или оплатить за нее. Среди граждан республики он начал пользоваться большой популярностью. По официальным данным, за первый квартал текущего года обращение на подписку нововведения подали уже более 400 человек. Сервис позволяет гражданину подать обращение, например, заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде и получить информацию подробную о ней с управления. Регистрация при входе в личный кабинет не требуется. Подтверждение личности гражданина или представителя юридического лица происходит посредством автоматически при входе в личный кабинет. Практика – необходимый элемент учебного процесса студентов высших и среднепрофессиональных учебных заведений. Третьекурсники автомеханики Ленского технологического техникума проходят ее в ленских авторемонтных мастерских. Это специализированное предприятие, где они могут набраться сил и опыта по ремонту тягачей «Вольво». За полгода кропотливого труда они успешно овладевают профессией и изучают автомобиль. Наставники новичков отмечают их прогресс в ремонтном деле. У современных студентов посерьезнее уже все идет, чем у нас. Нас-то учили, что прицепы делать, а их уже учим машины, Volvo делать, тягачи. То есть считаете, что они станут высококлассными специалистами со временем? Станут специалистами СТО Volvo. Я думаю, неплохими.
Но специалисту не обойтись без трудовой книжки. Минтруд же предлагает упростить правила ведения этого документа. По мнению ведомства, это даст возможность работодателю не знакомить работника с вносимыми в документ записями. Также в случае увольнения работника записи в трудовой книжке можно будет заверять не только печатью организации, но и печатью кадровой службы. В преддверии паводка в Якутске состоялся ежегодный строевой смотр и проверка готовности оперативных групп Главного управления МЧС России по республике. В нем участвовали 72 сотрудника МЧС и представители Якутской епархии. В ходе осмотра проверили наличие необходимого снаряжения и оборудования в каждой из групп, а также знания личным составом своих обязанностей при работе в составе оперативной группы. Всего же в Якутии зарегистрирована работа 9 оперативных групп. Это Лена, Алдан, Амгат, Татта и по Колымской группе районов Индигирки и Яни. Сейчас они будут убывать для контроля и мониторинга прохождения вскрытия реки, прохождения ледохода, также проверки органов управления муниципальных образований, проверки пунктов временного размещения, проверки резервов материальных ресурсов и финансовых, а также оказание адресной помощи людям по эвакуации заблаговременной, по проведению дополнительных занятий, инструктажей по поведению, как вести себя в период паводка. Ну, вот эти все мероприятия будут выполняться. Забивака, пушистый символ чемпионата мира по футболу этого года, посетил алмазную провинцию Якутии, Мерлинский район. Напомним, ранее сообщалось, что компания «Алроса» стала одним из региональных спонсоров чемпионата. А в Нерюнгри провели соревнования по настольным видам спорта. Участники боролись за призы члена Союза художников России Семена Корякина. Сами игры посвятили году здорового образа жизни в районе и предстоящему Дню Республики. Подробности у наших корреспондентов. Настольные игры народов Саха в городе Нерюнгри проходят 5-й год. С прошлого года состязания проходят среди национальных общин Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии. В этом году в настольных играх приняли участие 114 нерюнгринцев. Соревнования проводятся по 5 видам спорта. Шашки, шахматы, якутские настольные игры хамыска и хабылык по 3 категориям. Мужчины отдельно, женщины и школьники. Помимо этого, с прошлого года мы включили в программу соревнований еще бурятскую настольную игру «Шагай Надан». В картинах маслом на холсте якутский художник Семен Корякин воспевает красоты родного края. 40 лет подаренных живописи, тысяч ценителей, и на прошедших играх его картины стали главными призами. Якутские настольные игры хамыска и хабылык развивают мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать свои умения. Участник турнира, 10-летний Серафим Мельник, уже имеет 3-й взрослый разряд по шашкам. На мероприятии ему удалось поиграть еще и в настольные якутские игры, а также познакомиться с новыми друзьями. Я сегодня подружился с Джулусом. Вообще не знала о якутских играх. А сегодня посмотрела, мне больше всех понравилась Тырынка. Соревнования проходили в дружеской атмосфере. Пришедшие могли познакомиться, пообщаться, попить чаю с оладушками. Завершился вечер обрядом благословения Алгыс, сильной половины для поднятия мужского духа. Александра Цыбикова, Тамара Игнатьева, Аял Амосов, Нерюнгри. На этом у меня все. Якутия 24 следит за развитием событий.